Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 24 и 25 апреля в Париже состоится очередной международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана. Это уже далеко не первое подобное событие за последний год. Очевидно, что правительство страны остро нуждается в западных инвестициях, однако сами же власти ошибочно оценивают потенциал топливно-энергетического комплекса Туркменистана. Виной тому некомпетентность чиновников и масштабные приписки, которые руководители Туркменгаза и Туркменнефти вынуждены делать, чтобы не лишиться прибыльных должностей. Для продвижения инвестфорума создан специальный сайт, преподносящий это событие с не меньшим пафосом, чем Олимпиаду. Обратный отсчет дней и часов до начала, зацикленная трансляция видео с прошлого подобного мероприятия, выделенные жирным шрифтом даты окончания регистрации. Создается впечатление, что все в мире с нетерпением ожидают возможности ознакомиться с инвестиционным потенциалом маленькой центральноазиатской страны. В реальности же главной целью таких мероприятий, как писал Turkmen News, является приятный выгул за рубежом влиятельных коррупционеров, которые могут прямо на полях форума пошептаться с представителями зарубежных фирм о размерах откатов за тот или иной госконтракт. Да и еще, обеспечение стабильного заработка организатору специально созданной фирме Туркменфорум, который руководит Назар Атаджанов. Он является доверенным лицом председателя госконцерна Туркменнефть Гуванча Агаджанова. Так что же с инвестициями? Наблюдатели отмечают, что здесь происходит конфуз. Туркменская газовая сфера на практике не может предложить заинтересовавшимся иностранцам тот объем сотрудничества, на который они рассчитывают, исходя из официальных отчетов. Из-за масштабных приписок при добыче газа Госкомстат формирует неверные данные об объемах доступного топлива. Опираясь на эти данные, лично национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов на высшем уровне делает заявление об огромном потенциале ТЭК и приглашает иностранцев поучаствовать в освоении газового месторождения Галканыш и нефтяного шельфа на Каспии. Источник в правительстве рассказывает. А потом вице-премьер по ТЭК Батыр Аманов, а также глава Туркменгаза Максат Бабаев, его заместитель Мурат Арчаев и Гуванч Агаджанов хватаются за головы и начинают придумывать отговорки для тех компаний, что желают покупать газ. Свободных объемов нет, но доложить об этом Бердымухамедову-старшему и его сыну Сердару они боятся, потому что могут потерять свои доходные должности. Конец цитаты. Например, 26 марта стало известно, что Туркменистан сделал Казахстану предложение о замене поставок российского газа. Но насколько это реально? Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев неопределенно заявил: «Мы пока не получили официальную оферту. Мы, наверное, поручим компании Казмунайгаз и компании по управлению электрическими сетями отработать моменты, связанные с реализацией данных предложений. Это зависит от договоренностей». Конец цитаты. Осенью прошлого года вопрос поставки газа, а также электроэнергии в страны Центральной Азии и через них в другие государства мира уже поднимал Сердар Бердымухамедов на 5-й консультативной встрече глав региона. Практически одновременно его отец в Берлине заявил, что хочет подтвердить твердую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода. А в первых числах марта этого года Гурбангулы Бердымухамедов на Анатолийском дипломатическом форуме в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подписал меморандум о намерении поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу через Иран. Среди наблюдателей нет полного согласия. Кто-то считает, что Бердымухамедовы и правда не знают об истинном положении дел. Кто-то полагает, что они располагают правдивой информацией, однако считают нужным поддерживать блеф. В итоге, например, Ирак долгое время ждет ответа по поводу контракта на продажу газа методом своп через Иран. В таком же ожидании зависла и азербайджанская нефтяная компания Сакар, которая до недавнего времени покупала газ на газоизмерительной станции Чал-Аюк. По официальной версии, сейчас поставки в Азербайджан приостановлены из-за разногласий по цене на газ. Но, как уверяют источники, дело даже не в этом. Просто сейчас Туркменгаз большую часть добываемого газа поставляет в Китай. На это уходит весь газ с месторождений Давлет-Абад и оставшиеся из месторождения Галканыш, то есть из тех скважин, которые были пробурены на первом этапе освоения. Кстати, в реальности в Китай поставляют 33, а не 40 миллиардов кубометров в год, как пишут официальные СМИ. Дальнейшее освоение Галканыша – это отдельный болезненный вопрос. Иностранные инвесторы опасаются подписываться на бурение там новых скважин. Во-первых, они не хотят ссориться с китайской национальной газовой корпорацией, которая считает Галканыш своей вотчиной. Во-вторых, Туркменгаз не дает инвесторам никаких гарантий сохранности капиталовложений. В-третьих,
Сейчас осваивать это месторождение предлагается взамен на доходы от поставки газа из еще не построенного газопровода ТАПИ. И, наконец, инвесторы банально проверяют статус Туркменистана в международных банках, которые уведомляют, что данная страна находится в зоне высокого кредитного риска. Деньги либо не даются, либо под огромные проценты. Туркмен Ньюс уже не раз писал о неплатежеспособности туркменских государственных концернов. Многие иностранные поставщики и подрядчики вот уже много лет не могут добиться возвращения долгов от государственных компаний Туркменистана. Раньше их требования просто игнорировались, а Гуванч Агаджанов, вступив в должность председателя госконцерна «Туркмен-нефть», увидел в этом источник прибыли. Он начал через подчиненных и доверенных лиц принимать по 10% от суммы долга в обмен на погашение. Многие компании рады этому, они не чаяли уже вообще получить хоть что-то. Характерный пример – китайская компания Синопек, которая занималась сервисными работами по скважинам. Концерн задолжал ей миллионы долларов. В итоге, по данным источников, Агаджанов предложил компании сделку. Она должна забыть старый долг, а взамен же отдает им дополнительный выгодный проект, и получает свой 10% откат тоже. Или вот кипрская Комисола Investments Ltd, которая на протяжении нескольких лет поставляла химические реагенты для нефтяных скважин. Концерн задолжал ей около 12 миллионов долларов. Лишь после уплаты Агаджанову 10% компания стала потихоньку, частями, получать свои деньги. И таких примеров десятки. Мир бизнеса полнится разведданными о подобных историях, и мало у кого из серьезных инвесторов возникает желание связываться с туркменским топливно-энергетическим комплексом. Впрочем, есть и те, кто видит здесь возможности, а не препоны. Они работают с Туркменнефтью по соглашению о разделе продукции и сами занимаются пресловутыми приписками. Агаджанов, как и кураторы из Министерства национальной безопасности и прокуратуры, закрывают на это глаза в обмен на откаты. Что же касается инвесторов, которые хотели бы просто честно работать без этой вот местной специфики. Может, поначалу их и привлечет внешний лоск форума, но на то, чтобы разобраться, что за страна Туркменистан и как на самом деле работает местный ТЭК, много времени не требуется. Форумы, по определению, показные мероприятия для галочки. Если власти проведут серьезную проверку итогов этих событий, то наверняка выяснится, что сумма заключенных контрактов не покрывает расходов на их организацию. Пока во главе стратегической отрасли стоит самая настоящая нефтегазовая мафия, ни о каком развитии не может быть и речи. Наоборот, реальные показатели добычи ресурсов падают. Если свои чиновники не справляются, то, возможно, стоило бы нанять толковых менеджеров из-за рубежа, тех, кто не вовлечен в коррупцию и кумовство, а чисто с профессиональной точки зрения поставит перед собой цель поднять отрасль. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.